Все вы знаете, что лихорадит у нас и предприятия-перевозчики, и наше некоммерческое партнерство Сыктывкар Гортранс не выдержало условий договора, те, которые по итогам конкурса были с ними заключены. Неоднократно применялись штрафные санкции, претензии, и, так сказать, и никаким образом мы не смогли отрегулировать все эти вопросы. И в конце декабря мы вынуждены были с некоммерческим партнерством Сыктывкар Гортранс расторгнуть договор. С тем, чтобы мы не оказались, так сказать, совсем необеспеченными транспортом, и законодательство это позволяет, мы временно заключили договоры прямые и без проведения конкурса, это с предприятием отдельно Альфа-Транс и отдельно с предприятием Гермес. Эти договоры сегодня действуют, но сейчас администрации, так сказать, готовится новый конкурс, мы должны это делать, должны проводить. Здесь опять, так сказать, мы выставим все эти условия на новый конкурс и посмотрим, как у нас здесь сложится. Но пока, честно говоря, вопрос вызывает нарекания, и у людей вызывает много вопросов. И здесь частота рейсов, и качество автобусов, и, так сказать, и здесь отношение персонала к гражданам, и вопросов куча. И на каких-то звонков, и на личных приемах люди обращаются с этим вопросом. Поэтому, Сергей Васильевич, проинформируйте, пожалуйста, что у нас сегодня, как происходит и что мы дальше планируем. В связи с большим негативом в отношении работы по перевозке пассажиров в городе 30 декабря 2013 года был расторгнут договор с перевозчиком Сыктывкар Гортранс. Заключены временные договора с ООО Альфа-Транс и с ООО Гермес. Хочу обратить внимание, что в 2013 и начале 2014 года поступило много жалоб на работу общественного транспорта. Причем по некоторым направлениям есть и положительные сдвиги. А это курение водителями в автобусах во время движения, громкая музыка, а также реже стали поступать жалобы на хамское поведение кондукторов. Но осталась проблема с количеством машин на линии, что сказывается на соблюдении графика движения по маршрутам. И, конечно же, состояние самих автобусов. Состояние некоторых автобусов очень плохое. 17 января мною было проведено совещание с руководством предприятия, перевозчиков. Было... кстати, Сергей Васильевич, сегодня у нас руководитель-то присутствует? Да, присутствует. Хорошо. Значит, где было указано, на какие направления необходимо обратить особое внимание. Достигнута договоренность о увеличении контрольных проверок со стороны предприятий и администрации города, а также совместных проверок и ужесточения наказания виновных. Хочу добавить, что еженедельно запланированы выездные проверки непосредственно руководителей предприятий и руководства управления ЖКХ. Сергей Васильевич, но у нас вот помимо того, что сами граждане звонят и жалуются, и жалобы поступают, у нас сейчас и общественные организации подключились к вопросу контроля за тем, как ходят автобусы, как в них проехать, выдерживается ли график движения и так далее. У вас контакт есть вот с этими общественными организациями? Да, с общественной организацией контакт есть, но пока слабенький. Слабенький. Евгений Александрович, у меня просьба тогда, ты включись в этот процесс, и здесь, так сказать, чтобы работали напрямую. Здесь не надо через прессу, а то Воронин иногда из прессы узнает о том, что на каком-то автобусе провели проверку, какой результат. Надо это делать совместно. И проверки такие, надо, чтобы специалист управления ЖКХ тут же ехал и тут же, так сказать, оперативно реагировали, и брать предприятие с собой, вызванивать. Здесь вот руководители присутствуют, они слышат это. Поэтому здесь нужно вот эту работу именно с общественниками, так сказать, сделать такой вот, чтобы они вместе группой работали. У нас цель-то одна, цель одна, чтобы граждане Сыктывкара получали нормальную, доступную услугу по обслуживанию общественного транспорта.